Проще говоря. Чтобы звезды днем сверкали и глаза искрились, чтобы мы с тобой мечтали, а мечты все сбылись. Хорошее пожелание к Новому году. Помнится, в конце года минувшего правительство Коми мечтало о бездефицитном бюджете. Депутаты эти мечты разделяли. Республика и так накопила много долгов. И множить их очень не хотелось. Финансовые итоги года 2017 были хорошими. Казалось, что шансы на самодостаточность имеются. Но сначала под Новый год Конституционный суд обязал начислять северные надбавки поверх минимального размера оплаты труда. Потом, согласно майским указам президента, сам этот МРОТ уравняли с прожиточным минимумом. Зарплата низкооплачиваемых бюджетников возросла в разы. А ведь бюджеты сверстаны. Многие, и в том числе и я в этой программе, сомневались в том, как наш бюджет и чиновники справятся с этой задачей. А зря справились. Но о бездефиците уже мечтать не пришлось. 73 миллиарда доходов и 74 миллиарда с половиной расходов в этом году. Так что даже возросшие доходы, возросших расходов не покрывают. Придется еще немного прожить с протянутой рукой. Но, как видим, надежды на год 2020 не отменяются. В уходящем году мне показалось интересным наблюдение. Вот у вас в семье бюджетом кто распоряжается? У нас в республике тут явно чувствуется женская рука. И дело не только в министре финансов Галине Рубцовой, которая этот бюджет представляла депутатам. Вот что рассказала председатель Госсовета о совместной работе с председателем контрольно-счетной палаты. Отныне специалисты палаты будут не только посещать совещания парламентариев, но и отправиться с депутатами в рабочие поездки. Мы договорились об этом с председателем контрольно-счетной палаты Республики Еленой Филимоновой на коллегии Счетной палаты Российской Федерации. Прозвучало, что наша КСП на хорошем счету, но нам нужно выстраивать более эффективную обратную связь. Предмет нашей особой гордости – совместная работа над проектом регионального бюджета на очередной финансовый год, которая занимает около 2 месяцев. Результат такой совместной работы очевиден. Мы приняли бюджет Коми на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов одними из первых среди регионов страны уже 22 ноября. Так что мужские мечты у нас под жестким женским контролем. Но деньги в тумбочку кладет все-таки муж. Не будем пока углубляться в дебри нефтегазовых труб. Там большая политика. Но республика в уходящем году порадовала положительной динамикой развития лесопромышленного комплекса. Мы один из немногих регионов России, где объем глубокой переработки близок к 100%. То есть наш лес продается не бревнами, а в виде готовой продукции. И главное, что дело тут не только в гиганте на Вычегде. По сравнению с 2017 годом выросло производство бумаги и картона, пиломатериалов, ДСП и фанеры. А это все производится мужиками в наших районах. Стало быть, есть у них работа и там. Внушает определенный оптимизм и цифры по сельскому хозяйству. Есть рост и по надою молока, и по его качеству. Стараемся не ронять закупочную цену. Кстати, получают молоко высшего сорта на современных фермах и молокозаводах. Так что у наших фермеров перспективы на рынке вполне приличные. Может, скоро мы это и на прилавках увидим. Но к этому шло. Новые фермы мы часто видим по телевизору. А вот это немного удивило. Средняя урожайность картофеля в сельскохозяйственных организациях в 2 раза выше уровня 2017 года. И составила 178 центнеров с гектара. В фермерских хозяйствах 150. Наша картошка появилась в киосках и даже сетевых магазинах по цене ниже прошлогодней и вполне приличного качества. Такой результат только погодными условиями не объяснить. Значит, пашут как надо и сеют то, что надо. И еще хорошая новость от министра сельского хозяйства. В его присутствии в реку Ижма была выпущена первая партия мальков Сига. 50 тысяч – это немного. И больше выпускали.
Но впервые на практике это были подрощенные рыбки весом от 11 граммов. Они выживают в 20 раз лучше. 5% против 0,25 для совсем юных мальков. Министр Князев недостаток объемов не скрывает. И уже ведет переговоры с крупными промышленными предприятиями, чтобы увеличить объемы выпуска рыбы. Ну что же, есть над чем работать и что обсуждать. Чем и займемся уже в следующем году. Уверен, 2019 подкинет нам не одну тему. Проще говоря, с наступающим Новым годом. Адисе.